Ю Суйон – первый чемпион Лиги Найза из Кореи. Мастер джиу-джитсу и боец с бескомпромиссным характером. Он не терпит поражений. Суперкореец, обладатель чемпионских титулов сразу нескольких организаций – DIP, ZFC и Black Combat. На ближайшем турнире Лиги в Алматы он встретится с одним из самых талантливых и разносторонних файтеров из Казахстана – Дастаном Амангельда. Суйон появился через Саята. Саят сегодня находится в Таиланде. Это один из таких топовых менеджеров, который подписывает к себе достаточно высокопрофессиональных и сильных бойцов. Суйон, не сказать, что до Найзы был какой-то определенный, имеющий медийную какую-то составляющую, но очень сильный черный пояс и скромный боец. Сегодня в мире ММА мы всегда обращаем внимание на шумных, на эпатажных бойцов, но вот есть такие персонажи, есть такие люди, как Суйон, которые много не говорят, но очень эффективно и красочно все делают. Изначально корейский боец должен был драться против звезды казахстанского ММА Жумана Жумабекова на Найза 37. Но тогда из-за положительного ковид-теста суперкорейца этот поединок не состоялся. Следующим соперником будущего чемпиона должен был стать Рауан Бикбулат. Этот бой страховал титульное противостояние между Айдыном Кодеком и Еламаном Шертаевым на турнире Найза 44. И засыпает Жапаров! Еламан Шертаев одерживает досрочную победу. И сейчас горячо увидим Стати! Айдын Кодек одерживает очередную досрочную победу в первом раунде. За пояс должны были драться Айдын Кодек с Еламаном Шертаевым. Еламан Шертаев не смог согнать вес. Тогда мы Суйонга подняли снизу и поставили за титул. За день до боя прошла пресс-конференция с участием бойцов главного карда. И уже на битве взглядов стало ясно, что зрителей ждет напряженное противостояние двух неутомимых бойцов с чемпионскими амбициями. Неожиданно! Подай справа. И слева боковой от Кодека. Джек и... Как только чувствуешь, что есть опасность, еще раз попадать, получше стал работать. В боксе. Есть! Даун. Нельзя пугать, забить. Продолжается поединок. Сразу же многие борют опять. Да, очень мало сил. Взрывается. Пошел вперед Айдын на всех ресурсах. Сможет ли? Есть. Вот это уже реальная позиция для ручного треугольника. Ю! Новый чемпион! Чемпионом Найза в легчайшем весе! Аса жеңіл салмақтағы жаңа чемпион. Алынды көкбұрша Ю Суйон! Чтобы определить следующего противника для нового чемпиона, команда Найза объявила гран-при в легчайшем весе с призовым фондом в 5 миллионов тенге. Как пришла идея гран-при? Ну как она пришла? Когда я увидел, что в октагон запрыгивают ребята этого дивизиона и все хотят подраться с Суйонгом, как-то кого-то обижать или как-то кого-то обделять не хотелось. И я им сказал: ребята, ну Суйонг завтра-послезавтра точно не подерется. А что вы будете делать все это время? Чемпион может драться там раз в год, 2 раза в год. Ты же не будешь его полгода ждать, чтобы потом с ним выйти. Я говорю: ну давай между собой подеритесь в гран-при, определим того сильнейшего и по достоинству вытащим соперника достойного подраться с Суйонгом, с чемпионом, да, не будем говорить про имя, скажем про титул. Они откликнулись, мы поставили хороший призовой фонд, 5 миллионов тенге, гран-при, Елжан Аляскар, Дастан Амангельдиев, Султан Жолдасбек и парень из Бразилии. Первым поединком гран-при был бой между Султаном Жолдашбеком и Рафаэлем Диасом. Полуфинал гран-при легчайшего веса. Претендента в гран-при. Удастся ли перевести? Я думаю, что да, удастся. Встал на ноги, использовал этот момент, развернул самого. Сам разворот. Бросаешь уже Султан. Повторить то, что делал до этого. Более активно действует Рафаэля. Добирает, скинул, заползает все-таки.
Но есть у него такая черта. Вылазит и Лукманда. Какая вот у него сейчас была улыбка. Психологическое давление. Вот Джолдошбек пошел. С клинча. Закрывает шею! Пошел удушающий прием! Закрывает анаконда! Нет! Вылези отсюда! Что происходит? Султан Джолдошбек. Убивай на чемпиона! Отлично! Характер. Отрабатывает в углу просто. Султанбек! Джолдошбек! Второй финалист Гран-при определился в схватке между Дастаном Амангельде и Эльжаном Алиаскаром. Пошел вперед сразу, чего мы ждали от Алиаскара. Да. Есть, попадаем еще раз. Сам попался. Пошел, борется. Есть. Да, забил. Загонится обужающий прием. Висит на оппоненте. Да, есть сечка. Успел увернуться. Удар. Еще один там на встречу отвечает. Эльжан Алиаскар. Есть еще. Опять. Утопают просто в крови сейчас бойцы. Смотри, что происходит. Еще выходит. Вот она, закрывает. Достан. Близок к досрочной победе. Достается. Дастан Амангельде одерживает победу во втором раунде. Дастан Амангельде! Финальная схватка за право подраться против чемпиона состоялась в мейн-ивенте турнира Найза Первый 49. раунд, погнали! Думающих бойцов в октагоне. Встречает после. Потрясен! Султан после джеба. За спину. Опасно! Заряжать, бороться. Дастан прихватывает ногу, выходит за перевод с клуба Ербингаш. Да. Колено. Есть на плече. Султан не будет султаном, если что-то сейчас под концовку не учинит. Да, вот он и пошел вперед. Особенно в бою против Эльжана Алиаскара. Драться на равных. Есть попадание. Да, на руках получше. комбинация. Из этого соорудить тейкдаун. Хороший Здесь главное размер, не пропустить попадает удар. Султан. И Дастан и Султан настолько хороши, достойны оба бойца финала. Забирай шею. Душит. Есть попадание с хайкиком. Коленом отвечает. Есть. Накачивает просто эмоционально ребят. Есть. Бросается в ноги, но нет. Дастану никак нельзя играть. Потрясен! Дастан! После джеба упал. Есть. Видит пока. Есть попадание. Султан. Справа сейчас, кажется, Есть. нанес Его. сильный удар. Есть. Молчанатик, ручной треугольник. Ручной Дастан душит. В первом раунде попытка удушающего. Контроль от Джолдошбека выходит за спину. Султан Джолдошбек. Но результат боя оставил слишком много вопросов. Встретились Дастан Амангельдиев и Султан Джолдошбек. У людей до сих пор вопросы, кто победил. У меня лично мнение было, что была ничья, но судьи отдали победу Султану Джолдошбеку. В этом поединке с Дастаном Амангельдиевым было такое, переходило преимущество то одно, то в другую сторону. Но в итоге судьи подняли руку Султану Джолдошбеку. Но при этом Дастана мы со счетов не списываем. Где будут драться Султан Джолдошбек и Суйонг, там будет драться Дастан. Если у них все будет хорошо, если они подготовятся, здоровье, вес сгонят, они будут драться, и, возможно, страховать этот поединок будет Дастан. Или же после победы Суйонга или же Султана следующим претендентом обязательно будет Дастан. Дастан — это парень, который взросленный в нашей лиге, очень сильный, эффективный. Еще когда он там один, только 2 боя провел, про него мне говорил Жалгар Жумагулов, Сергей Морозов. Я еще так не сильно смотрелся, но потом убедился, это очень сильный, достаточно такой серьезный соперник. Скоро 2 сильнейших бойца легчайшего веса
схлестнутся за пояс самого конкурентного промоушена Центральной Азии — Лиги Много Найза. поединков проходит у нас в лиге. Но этот поединок, я больше чем уверен, Бирюса войдет в методики подготовки бойцов. Почему? Потому что два мастера бразильского джиу-джитсу, два мастера ММА, два профессора октагона выйдут и будут драться не только там оспаривать или как бы применяя там физическую какую-то функциональную возможность, но и мозг. Это очень два таких хитрых шахматиста, которые будут драться в октагоне. И это зрелище обязательно надо посмотреть. Почему? Потому что таких боев не так много. Не так много, и их обязательно надо видеть. Руководство Лиги Найза обратило внимание, какой отклик у болельщиков вызвал бой Султана и Дастана. Большинство фанатов требовало реванш. Лига решила организовать этот поединок, который должен был стать главным на Найза 53. Но, к сожалению, Султан Жолдошбек не смог выступить на этом турнире. И на замену ему вышел Жумгалбек Жусупакун Уулу. Бойцы показали жесточайшую рубку и непоколебимую волю к победе. Пытается слепануть, пытается выйти. И по-видимому выйти. Попадается на гильотину. Попался на гильотину. Ну, болевых качеств, сколько на Улу. Он сегодня не дал сомневаться в этих качествах болевых своих терпит. Неужели он все выдержит сегодня? Остается 10 секунд, он это знает. Дастан поймал соперника на удушающий прием и финишировал кыргыза за секунду до окончания второго раунда. После победы казахстанский боец вызвал на бой чемпиона из Кореи. Теперь их бой станет главным событием турнира Найза 56, который пройдет 21 декабря в Алмата.